Это звучит народная кабардинская песня конца XIX века, посвященная любимцу Малой Кабарды, ингушскому абреку Гатагажеву Йогурби. В ней описывается в деталях последний день его жизни, прерванный выстрелом, неожиданно для всех попавшим в цель. Наш институт в прежние времена фактически ежегодно организовывал фольклорные, лингвистические, этнографические экспедиции, а археологи вообще месяцами пропадали на полевых раскопках. И вот в 1972 году мы ездили, в том числе и в Терский район нашей республики, и в селении Верхний Курб нам попался один такой интересный сказитель. И вот он спел нам песню, и его друзья добавили информацию об Агурби. У нас так говорят, Джетагадж Агурби. Вот об Агурби и Ежеве. Сказали, что это был известный абрек. Никак не ужился с царской администрацией и ушел в абреки, но и поймать его не могли, и он сам примириться не мог. И дело дошло до того, что объявили его вне закона. Всего этнографами зафиксировано 3 версии песни. Профессор Адам Гутов записал наиболее полную, а впервые ее записал фольклорист Зарамук Кардангушев в Большой Кабарде в 50-х годах. Первая же звукозапись была сделана в 1968 году народным певцом Амирханом Хавпачевым. Это известный наследственный Джагуаква, народный поэт, певец. Ко времени появления этой песни он уже был, разумным человеком. И, видимо, он тогда ее и услышал. Все 3 версии песни о Йогурби вошли в капитальный научный труд «Народные песни и инструментальные наигрыши адыгов» и стала очень популярной в Кабардино-Балкарии в годы СССР. Она получила очень большую популярность в свое время благодаря Зарамуку Кардангушеву. Тогда концерты по заявкам по радио – это было целым событием. Люди к этому времени со скотом расправятся и в доме натопят, чтобы сесть возле радиоприемника и слушать. И слушали. Вот одна из таких песен, на которые было много заявок, это как раз песня вот эта вот Агурби. Автором оригинальных стихов считается Бахсит Шагенов из села Инароково. А музыку к ним сочинила осетинская гармонистка, чувства которой к абреку не были тайной для общих знакомых. Кубата Туганова, которая была влюблена в Агурби, когда услышала, что он погиб, она начала выражать свою печаль, то, что Агурби был героем, она начала выражать музыкой. Потом в Большой Кабарде под эту музыку стали и петь песню про Агурбия. 9 апреля 1892 года 37-летний Йогурби, свободно говоривший на кабардинском и известный в Кабарде тем, что на любое дело ходил в одиночестве, держал путь в имение князя Эльбахсита Астемирова. 25 лет назад дед Эльбахсита Хакяш убил 2 Гатагажевых. Вернее, не он, а его люди. Но по закону ответчиком считался сам князь. Месть настигла Хакяша уже через месяц. И обставлена она была настолько резонансно, что ее подробности неминуемо облетели всю Ингушетию и Кабарду. Но закон и ингушей, и кабардинцев был непреклонен. Одна душа осталась неотмщенной, пусть прошло хоть 100 лет. Автор первого очерка об абреке
кабардинский исследователь Владимир Бесланеев оставляет открытым вопрос, какова была его истинная цель в тот день – месть или набег, уж сам Бог велел на старого фамильного врага. Мы же последуем за строками песни, сочиненной по горячим следам. Ayra kurpıcım yok gari, sarmahwa винашагаши. Границу охраняли Синаркоя, Сахлова и Сисламе. 16 человек. Когда его спросили, что куда, он ответил: я Агурби, говорит. Я еду к Астемирову. Нельзя, говорят, у нас это уже запрещается ночью ездить и тому подобное, говорит. И он ответил им: я никогда на полпути не возвращаюсь. И пока там они растерялись, он поехал. После этого все стражники собрались и начали ждать его возвращения. Он никогда не сворачивал с дороги. По какой дороге ездил, по этим и ездил. Он знал, где живут Астемировы уже. Подъехал, ворота были очень крепкие, замок сильный, короче. Он вытащил столбы, такой крепкий мужик был. Вытащил столбы ворот, на которых висят эти ворота, и увел 2 лошадей. Стражники действительно ожидали его, собравшись на том же самом месте. Произведя для острастки выстрелы поверх их голов, Йогурби уносится прочь и прячется в кустарниках веника, ожидая, пока пройдет погоня. Услышав удаляющийся топот, он зажигает спичку, чтобы посмотреть на часы, и освещает на мгновение свое лицо. В этот момент его видит стражник Эльмурза Мамеев, который в суматохе, возникшей после стрельбы, по роковому совпадению укрылся в тех же зарослях и автоматически совершает выстрел. Он выбежал на дорогу, даже не посмел вернуться и посмотреть, что с ним. Пришел к своему напарнику Туту и говорит: я, кажется, убил его. Он говорит: этого не может быть, ты никогда не сможешь его убить. Потом говорит: тогда иди, говорит, посмотри. Валахи, ни за что не пойду, говорит. Тогда иди в село, скажи нашему хозяину, что мы убили этого Агурби. Так и все произошло. Револьвер Йогурби, который в тот день подобрал с земли стражник Муса Небежев, по общему решению был оставлен ему. До конца жизни он носил его с собой и передал после смерти сыну. Хотя на бумагах он остался закопанным неподалеку от места убийства хозяина. Так сообщали свидетели следователям. Именно со слов его сына Владимир Бесланеев в своем очерке «Последний набег Йогурби» записал незафиксированную этнографами версию песни, в которой упоминаются имена участников той роковой ночи. Князь Эль-Бахсит Астемиров тем временем не знал покоя. История 25-летней давности повторилась во всех подробностях. Перед ним встал призрак деда и детали его гибели. Князь Астемиров поехал во Владикавказ, попросил тамошнюю знать, короче, чтобы выселили где-то гажевых, особенно мужчин, которые могут мстить, потому что они должны были, в принципе, мстить Астемировым и Мамаевым. Я знал Катагажева единственного одного,
И кабардинца Гетигежева тоже знал. Оба они высокие и стройные были. И в песне поется: парни высокие, стройные, в наручниках гуськом уходят. То есть их уводили. Я не знаю, сколько там правды, но устная информация есть устная информация. Люди как восприняли, так и передают. Действительно, в Ингушетии нет данных о каких-либо арестах. Скорее всего, в песне озвучены меры, которые Эль-Бахсит на самом деле предпринял, о чем очень скоро стало известно всем, раз информация о них успела стать ее частью. Друзья и соратники Йохурби воспели его имя не только в стихах и музыке, которые существуют уже 130 лет. Тогда заработать любовь народа было очень сложно, конечно. Агурби был абреком, а тогда любили абреков. Они ничего плохого для простых людей не делали, только хорошее. Агурби дружил со многими другими абреками. А одним из них был Беков Хаби, который жил в Цыганцу. И сестра Хоме Хабия была влюблена в Агурби тоже. И когда этот Хоме услышала, что Агурби погиб, так уже Агурбия больше нету, но она вышла была замуж за Бегиевых в том же селе в Цыганцу. И когда у Хомея появились сыновья, первого сына она назвала Гатагаш, второго Агурби. И даже сегодня в Цыганцу еще живут их потомки, рассказывают, что это действительно было так. И по воле судьбы как-то я один раз оказался в Аушигере, мне надо было позвать кого-то. И когда я говорю, как позвать того парня, тот говорит: иди, говорит, покричи Гетигеш. Я говорю, что я буду свою фамилию, говорит, кричать по Аушигеру? Нет, говорит, действительно, говорит, его звать Гетигеш. Я пошел, стал звать. Действительно звали его Джатагаш по-кабардински. И мне это было очень интересно. Этот Джатагаш до сих пор жив, здоров и живет там. Его назвали тоже в честь этого Агурбия. В семье нашего уважаемого собеседника профессора Адама Гутова тоже был мальчик, получивший свое имя в память о нем. Это даже не Йогурби, а Нагурби. Это мой двоюродный дядя. Его отец тоже был вот такой. И мой дед, это два брата. Дед был больше такой абреческого склада. Но не то, что он был абрек, он ежегодно на несколько месяцев ездил охранять это горные пастбища от набегов. Это тоже как полевая жизнь, вот такая, фактически абреческая. Они со многими там встречались, со многими знакомились, дружили. И вот, видимо, вот в одной из таких компаний он и познакомился с ним, и вот так назвали. Это мой двоюродный дядя, он умер где-то в 2000 году, не так давно. Пришлось столкнуться с архивом. Почему-то сохраняются лучше всего судебные и партийные архивы. Это полностью верно и в отношении Йохурби. Единственный известный сегодня документ, обнаруженный исследователем Берснаком Газиковым, это заметка о приговоре на полгода тюрьмы за помощь в побеге и укрывательстве осужденного. По данным переписи 1886 года, Йохурби Гатагажев родился в 1858 году и жил в селении Сагапши Назрановского округа Терской области. Вот он числится в одной графе вместе с двумя старшими братьями. Их отца, которого звали Аламкадж, уже не было в живых.
Достоверно он скончался еще до 1977 года. Фактическим местом рождения Йогурби было исчезнувшее в 1860 году село Ланжи у подножия горы Ланжи-Корт в Асинском ущелье. Исчезло оно в связи со строительством Сунжинской казачьей линии, мегапроектом России по заселению территорий кавказцев казаками. Заселялись казаки на живые места. Прямо на территории бывших горских сел образовывались казачьи станицы. В годы революции полковник Муса Саутиев, герой русско-японской войны, командовавший ингушскими войсками при подавлении августовского восстания 1918 года во Владикавказе, которое кончилось поражением отрядов Белой армии и освобождением станиц, образованных в пригородном районе Ингушетии, лично стал свидетелем откровения одного из первых жителей станицы Воронцова-Дашковской, основанной на месте села Тоузен-Юрт в 1861 году. Станицы были разоружены, и Народный совет Ингушетии предложил жителям в течение определенного срока выселиться в Моздокский район. Очень характерен такой случай. С казаками, сдававшими оружие, приехал Воронцово-Дашковский старик старше 100 лет. У него в станице была пасека и дом полная чаша. Казаки плакали, когда сдавали оружие, проклинали, ругались. И этот старик сказал им: «Вы плачете, а я смеюсь. Я был самым богатым человеком в станице. У меня было столько-то ульев пчел, столько-то скота. А теперь я заплатил свой долг. Я помню, когда мы выселяли ингушей, мы не давали им допечь хлеб и выбрасывали детей из люлек. Это произвело большое моральное действие. И слезы прекратились, и злоба исчезла. По крайней мере, на данный момент». Первыми были основаны станицы Троицкая, Слепцовская, Волынская, Нестеровская в начале 40-х годов XIX века. В отчетах военные называют вещи своими именами и пишут, что станицы основаны на месте разоренных сел. А в мае 1858 года происходит крупное Назрановское восстание. До назрановцев была доведена информация, что осенью их будут объединять большие аулы. Они восприняли это как на покушение своей самостоятельности. Это, естественно, вызвало реакцию, бурную реакцию среди населения. И уже в официальной переписке мы видим, как эти события развивались. В Назрановскую крепость стягивают войска во главе с начальником штаба левого крыла Кавказской армии. Люди же это все видели, что и войска собираются и так далее. Видели, что готовятся какие-то действия против них. Собрались люди на берегу. Сход был очень крупный по тем временам. Там цифра до 5000 мужчин упоминается. И там было решено, что необходимо настаивать на том, что мы не будем переселяться, что мы хотим остаться как все есть и так далее, и так далее. Были направлены депутаты, по-моему, 16 человек, там фигурирует документ, к Зотову укрепления. 4 из них задерживают как заложников, пока люди там не разойдутся. И на это была, естественно, спонтанная реакция людей. Люди просто-напросто пошли, скажем так, в атаку на этот Форштадт. А Форштадт это было поселение, которое непосредственно прилегало к укреплению. В общем, это была чисто бойня, поскольку люди были просто расстреляны из артиллерии, больше из артиллерии и так далее. Там, по-моему, больше 40 человек сразу было убито на месте, очень много было раненых. К восстанию пытается присоединиться имам Шамиль. Он отправляет одну за другой прокламации в Назрань. В общем, самым насильственным таким образом это все было прекращено, скажем так. Но после этого были очень серьезные репрессии. Непосредственно лидеры, скажем так, этих событий, кто во главе стоял этого восстания, несколько. Там, в том числе, между прочим, это были офицеры царские, которые имели и награды, и имели и чины, заслуженные и так далее. Несколько человек было повешено. Там целый ряд
прошли такую экзекуцию, как наказание сквозь строй, да, шпицрутенами. Так, путем объединения десятков небольших селений возникли укрупненные Экажево, Далаково, Кантышево и другие села. В 60-х годах XIX века начинается строительство казачьих поселений уже в Тарской долине, более известный сегодня как пригородный район. Вообще сложно отследить, на самом деле, когда там впервые ингуши поселились, поскольку на этой территории очень была развита башенная культура. Еще в начале 70-х годов был такой исследователь Зейдлиц, который посещал эти места. Он фиксирует и говорит, что есть еще тут разбросанные по всей этой долине башни ингушские. Так что там это все было застроено, заселено. Верховья Камбелеевки, Сунжи, так же, как и в горной части, все было застроено. Были там же замковые комплексы, склепы. Она была всегда связана с горной Ингушетией. Я думаю, что вряд ли она ингушами покидалась на долгий период. Нашествие Тамерлана, возможно. И вот представьте себе, территория, которая вот веками ты проживаешь, и оттуда тебя выселяют насильственно. Вот это происходило. Часть ее жителей выселяются в укрупненные села в Назрановском районе. Часть переселяется в Турцию или в горы, многие из которых погибли в первые тяжелые годы без крыши над головой. В итоге, по официальным данным 1890 года, только лишь одни жилые станицы, образованные на месте бывших ингушских сел, располагались на территории, равной 173 тысячам десятин, в то время как укрупненные села в Назрановском — 61 тысячи. И здесь одновременно происходит два примечательных события. После освобождения от населения территории для 15 казачьих станиц и массы военных постов царские землемеры насчитали в Ингушевском округе еще 36 тысяч десятин в их формулировке совершенно свободной казенной земли. Она нарезается на крупные участки от нескольких сот до нескольких тысяч десятин и раздается крупным российским офицерам, в том числе начальникам всех национальных округов вокруг Ингушетии. Тем временем крупнейшие землевладельцы Кабарды, князья Бековичи Черкасские, разрешают свой земельный спор с князьями Малой Кабарды и продают 16 тысяч десятин земли казне. Территория вошла в Ингушевский округ. Сугат хажнеан тутричен Мухаммаду. Сугат хажнеан трой тейпу долуш нахда. Трой тейпу гягиде урсоапш. Адеркаштенца урсдахждади. Родовое гнездо Гагиевых находится в Асинском ущелье. Здесь же находится и фамильная крепость, как положено каждому ингушскому роду. В настоящее время к Гагиевым относятся еще 5 фамилий: Муталиевы, Сапролиевы, Эстоевы, Ганижевы и Гатагажевы. Все они являются потомками родоначальника Тейпа, которого звали Гяги, и выходцами из селений Цорх, Ланжи, Ушхорт, Цейште и Алкун. В Алкуне, расположенном на выходе из ущелья, сохранились еще 2 фамильные полубоевые башни. Они были полностью отреставрированы несколько лет назад. Когда-то позади этой башни находилась 3-я, боевая, высотой от 16 до 22 метров. Но сегодня от нее осталось лишь основание, по которому археологи и вычислили ее предполагаемую высоту. А это петроглиф, сакральное значение которого нашими современниками давно утеряно. Когда-то он в числе других был начертан строителем на входной арке одной из них, а теперь используется как украшение. До 1910 года в середине ущелья находились башни селения Цорх. Они были взорваны Владикавказской военной администрацией
а их развалины были окончательно разрушены в годы депортации землетрясением, вызвавшим сход почвы. Несмотря на то, что само село исчезло, его название фигурировало еще в нескольких топонимах Асинского ущелья вплоть до 2000-х годов, когда некоторые из них претерпели изменения. Так, находящийся здесь водопад в современных статьях стали называть Экачёжским. Но в работах Первого научно-исследовательского института Ингушетии в 20-х годах он называется Цорхский. На кромке хребта, у входа в теснину водопада, находятся остатки наблюдательной башни. Оттуда видны пастбища вокруг горы Ушкорт. В 1904 году Торко и Мовсар Гатагажевы пытались восстановить фамильные права на пастбищные земли вокруг Алкуна и Ушхорта через суд. И свидетели с их стороны указывали на башни этих селений. Ценность этого документа в том, что башни Ушхорта сегодня утрачены. Гатхаш родился в первой половине XVIII века в Цорхе. Он был женат дважды. От первого брака с ингушкой у него родилось 4 сына – Эберг, Ганшби, Джамбот и Эстмар. Второй женой Гатхажа стала дочь кабардинского князя Ахлова. Арабский путешественник Аль-Масуди, живший в X веке, называл Кавказ «горой языков», указывая на то, что здешние народы очень разнообразны и сохраняют свою самобытность, несмотря на близкое соседство. Касалось это не только языка, но и общественного устройства. В Ингушетии не существовало сословного строя. Общественные вопросы решал Мехкел, совет страны, в котором на постоянной основе заседали представители каждой фамилии. И равенство внутри страны строго охранялось тейпами. «Убей змею, пока она не выползла из логова, а будущего князя, пока не выполз из колыбели», — гласила пословица. Яркий пример такого взгляда на жизнь случился во второй половине XV века, в годы больших геополитических сдвигов на Кавказе, означавших новые военные конфликты. Перед лицом всеобщей угрозы народ решил избрать единого военачальника и устроил выборы из 3 кандидатов, лично заслуживших у людей безоговорочное уважение на поле боя. Йоулой Эжи Ах, основатель Ахки-юрта, представитель фамилии Баркинхой и Кокурхой Ферта-Шоул. Обсуждение шло 3 дня, пока на съезд не явился Эги Ивсдараст, шокировав публику вьючной веревкой, повязанной на талии вместо мужского ремня. Это означало, что избрание сегодня единого лидера, пусть даже на время, завтра может обернуться полной властью его потомков над всеми. После чего эта идея была вновь предана забвению, а люди разошлись, проголосовав, как сказали бы сегодня, против всех. Общественный строй кабардинцев, как и других адыгов, был узаконен в устном кодексе Адыги-Хабзе и напоминал своим устройством старые средиземноморские династии. Высшей знатью были пши. Это потомки князя Инала, под предводительством которого в XV веке адыгские племена будущих кабардинцев мигрировали из причерноморских степей на Центральный Кавказ, в район современных минеральных вод. После пши следовало дворянское сословие, которое делилось на 3 категории. Высшие – дыжен-орк, серебряные дворяне, затем беслен-орк и орк-шауа. Третьим сословием были крестьяне разной степени градации. Князья Ахловы были дыжен-орками. Это селение Нижний Курб в Кабардино-Балкарии на границе с Ингушетией. Еще в XIX веке оно называлось Ахлово. Ахловы – это княжеский род Малой Кабарды. И
Они были высокоразрядными князьями. Раньше вообще в Кабарде такими князьями считались те, которые были владельцами сел. И Ахлов был до такой степени могущественный, или знаменитый, или мудрый, или, как сказать, вот 9 сел было в Терском районе, вот тогда, в тогдашней Малой Кабарде. Центром, где собирались, было селение Ахлова. И по-кабардински это говорится так. Джилахснеми ашхари бор, альхой ажаражавшта. Вот до такой степени это центром, где все вопросы решались, обсуждали, кто конфликтует, у кого какие вопросы, все решал Ахлов. Княжна Ахлова родила Гатхажу еще 2 сыновей. В 1790 году родился Уруш. Еще через 5 лет Муса. Гатхаж вон чулти хашки, шикяки заяхай. Заяхай окоз Охлова яхажи хани исхалха ханза нижний курп алсана. Когда именно вдовствующая княжна с сыновьями вернулась в отчий дом Вахлова, неизвестно. Впервые они попадают в перепись селения уже в возрасте 35 и 30 лет. В Ингушетии Уруш и Муса Гатагажевы были равными среди равных, представителями одного из тейпов. А в Кабарде, рожденные наследницей Дежин-орков от иностранца, считались орками. В некоторых документах их называют Беслин-орками, в некоторых — орк-шауа. От них происходят все гити-гежевы, живущие в Кабарде. В Кабарде мы числимся как старый род. Быть орком было очень сложно. Надо было себя вести как-то по-другому, жить по-другому. Семейные традиции должны были быть. С приходом России на Кавказ каждый, пусть даже крошечный населенный пункт кавказцев от моря до моря, должен был выдавать ей заложников аманатов. Аманатами назывались на Кавказе дети влиятельных горских фамилий, которых по древнему обычаю брали для обеспечения преданности тех родов и родовых союзов, к которым эти дети принадлежали. Аманаты содержались при каждом из наших укреплений, причем предполагалось, что они, научившись русскому языку и узнав наши порядки, будут содействовать мирному сближению горцев с русскими. Благая цель эта достигалась только на бумаге, а не на деле. Цыгалашки верхний, нижний, галашки, иштханиз, мужичи, иштхани верхний, нижний, хутор жадайти. Сама сел черточки, ртабга был, бот, сазаманча. А за 19 век каюленча, аманатыш, цыгатхажи, и конишханам. Старшим сыном Гатхажа от первого брака был Эберик. У него было 5 сыновей, один из которых был Аламкхадж. До 1826-го семья жила в Алкуне. В документах тех лет Эберик фигурирует как алкунский старшина. После он вместе с семьей переселяется в верховье реки Камбелеевки в Тарской долине, где основывает селение, известное в документах сперва как Абреково, а с 1836 года как Абрека Гатагажева, где он живет до самой смерти, дата которой пока не установлена. Вблизи него селится его брат Джамбот, селение которого известно в документах как Джамбулата Гатагажева. Ганашби селится на границе Тарской долины и Ушхорта в одноименном селе Ганашби-Гатагажева. 1825 год диант олорт хоар. Вошш боогрж малга бехкап ханзу екшнут абехка до хобарж муталниян да цацбар. Хо ханст хадеби солтмак. Солгат хажвош вос. Тходи хана 1825 году дашин алиqina. تجيبتي باتسا سقوا شلون هو ابرق ولي بات مرز ولي حقي ولي صار يتصعب يا حق يورت إلايت تيجي تحنا يورت إن هال غاثر وديشت وتيان غاثر هال نو تيورت إن تشو دي قاتلتها
يعني اكشن يلبش اشتي كاد والر نان خام بقز سقلني يعني هنزو يورت باغش بوش ثاني اخي شابيرش تيش وسو دواتشستوم قدو اخي شاب نتصخان اكشن يورت خنياتسر كوتر جداي وز ده سي مصنع اكشن شي خوتر خني يولوي خني قشان نتري جو حاجات دو كوتر جداي وز شو خوتر ويتي بناخ ويت خني وز متعلني توترش متلي ياخش خني ادل بي استوي يا شلوغ جاغين يعني تسحق خوتر خني جيت خوتر خنيش هار تيبي اشتياداي وسنا حياي يورت تاخدا حي чан تها يورت шайваш кто чандари. В 1854-м, после начала строительства казачьей линии в долине, семья Абрека и Джамбота переселяются обратно в Васинское ущелье, в Ланджи и Ушхорт, а Ганашби возвращается в Цорх. Но уже 30 октября 1860 года Ушхорт и Ланджи окончательно пустеют. Усилить русское население в Васинском ущелье совершенно необходимо. Но вместо увеличения числа дворов в выдворяемых станицах для более удобного пользования землей лучше между станицами Галашевской и Алкунской выдворить новую станицу в 125 дворов на месте бывшего Мужич. Народонаселение полагается составить из 25 семей линейных казаков, 50 семей донских казаков и 50 семей государственных крестьян. С объявлением всеобщей прокламации галгаевцам необходимо обождать до окончания переселения жителей Тарской долины и аулов Ланджи и Ушхорт фамилии Гатагажевых. В 1860 году на Псуахинской возвышенности, в те годы еще в Малой Кабарде, появляется селение юнкера Аламхаджа Гатагажева на территории, которую он получает в дар от государства как офицер царской армии. В документах оно попеременно именуется то Гатагажев, то Верхний Сагобш, от названия реки Псыгоабже. Семьи Абрека и Джамбота переселяются туда же. Ганашби остается в Цорхе. Его род прервался при трагических обстоятельствах. В 1909 году Ханхамдес وزر لام وإكشن تر إبز كحلوجا شان لام تك أجمع خنيس عدل شده خاتك حاجين تتصرخي قو بيات ساردي هنا تك فين حاشة خنو سرخوتر أشاكني عسك خنو يخص حاشل لنيري بولش وتك شبه حاشل تحشكي از حاش دعت ولر خوني زيال مخلوقش خمبش السار حواي يعني شلتي حاش تتصور كوني صار دوديات يوخ اخر شور دو هاديات وغاب السي سنديزلي سسرغوت رحبين وجو حاش زي وبورد بك سولتي بورد بك مرزي صار دو هاديات اخر داشتيات. Всего в тот день, 14 апреля, было убито 6 человек. Хис, его сын Габис и двое внуков-подростков – Ислам и Исмаил. Также были убиты 28-летний Гагиев Борс Бекмарс и гость Бексолт Ганиев Арчаков. معمل در دین هنسر بیاری دو دیا هنسر تاکه کیره ونه تاسیان چی تا عالج قابل تاکه از که کی صوفیت يعني شورخت تطلع صوت سياق سجس شورخت تطلع حارب يقع يجير يعني بيرج دول شرط تت تاکه کشتي نسخنوتك برد بيكسل طبخا سلام باخش بولشناخ تيچوشك بارخوشك يولوشك خمخوشك واشت يقع صو واسو نوق أصل نخبوا بعد أبغى يعتبر والله حش بيحكى بحال بيخبر از يعني خبر جيان بقى إكشنور تصور خود بريج عادن خخنيز اشتز موت جيجر از يالش إيش واشت بيحكى بقون تشين سوال وتقاعد سكنوش يخسان دودي تشخان غير الشيء خنو ودقيقين يعني تيب الشيء ما شكوات شو برجي ورا مستوش تيب النخمت تبيعها بولجوا يغمى آخر واشت يحكى تا юг доуди ади ханaqi шисагуш сарих змотки яйцар. Свою версию событий военная администрация поспешила разместить в газетах.
После того, как стало понятно, что среди убитых не было никого, кто числился в розыске, они были объявлены абреками посмертно. Через 10 лет казаки покинули Алкун и Мужичи, и в них снова селятся ингуши. Но уже горцы из самых разных сел, страдавшие от малоземелья и арендовавшие свою же историческую землю у терского казачьего войска, принося немалый доход казне во Владикавказе. Тем не менее, Алкун, как и другие села по реке Ассе, вновь ожили. В том числе и местечко Эрш, близ Ушхорта, которое к 1873 году заселили жители Хамхи, Эгикхала и Таргима. Это знаменитый ансамбль народного танца Кабардино-Балкарской республики «Кабардинка». Самый первый состав ансамбля был сформирован в 1938 году, и одной из его солисток стала Фатиман, младшая дочь революционера Наха Гетигежева, которого она и ее брат-близнец Гузер никогда не видели. Они родились через 3 месяца после его смерти. В то время, в 19 году, медицина была не настолько высоком уровне, допустим, как сейчас, и поэтому бабушка тяжелые роды, 2 детей родила. Через буквально 3 месяца она тоже умерла, и их воспитывали братья старшие, снохи. У моей мамы их было 5 братьев и 3 сестры. Среди деятелей культуры, конечно, отличался наш дядя Гузер Нахович Гетигежев. Он более 30 лет был директором музыкальной школы. Все музыканты нашей республики, и не только нашей республики, поднимались с ним. Он был руководителем бессменным музыкальной школы и музыкального интерната, который стоял около кинотеатра «Победа», и который вместе с музыкальной школой, где воспитывали самые одаренные музыканты нашей республики. Нахо и его двоюродный брат Бах, внуки Мусы, самого младшего сына Гатхажа, были активными участниками революционных событий в Кабарде и Терской области. Бах был делегатом 2 исторических съездов горцев, самого первого съезда в 1917 году во Владикавказе и в Пятигорске. А Нахо, который сразу принял сторону большевиков, был повешен в его родном селе Нижнем Курпе во время оккупации Северного Кавказа добровольческой белоказачьей армией в 1919 году. Из воспоминаний Кета Корежева и Гида Кожева. Зимой 1919 года в наше село вошли шкуровцы и всех выгнали из своих домов. Мы, взрослые, ушли к ингушам и жили там. Через несколько дней пришли красные и совместно с отрядом из села и отрядом ингушей атаковали село с 2 сторон и выгнали шкуровцев из него. Многие из них были уничтожены. Среди отряда ахловцев были и Нахо, и я. Уже в мае 1919 года серебряковцы стали обстреливать село из орудий. В село прорвался Исмаил Азапшев из Хамидии. Он был в составе армии Серебрякова и предупредил всех мужчин, чтобы они спасались, а женщинам и старикам посоветовал скрыться в усадьбе Ахловых. Установив комендантский час, они стали арестовывать оставшихся мужчин и реквизировать лошадей и скот. Когда серебряковцы ушли из села и мы вернулись домой, мы узнали, что Нахо, Данил и Пшикан повешены. Вплоть до 20 века в Ингушетии продолжали хоронить людей по старинному фамильному принципу. Как раньше все умершие из одного тейпа находились в собственных склепах, каш,
так и после принятия ислама все родственники хранились на одном кладбище. Это старейшее кладбище Гатагажевых близ Сагапшей. А это Чурт Аламкхаджа. Во время Великой Отечественной войны здесь, в Малгобеке и на Курбских высотах, шли ожесточенные бои, и район сельского кладбища в какой-то момент контролировался немцами. Так погибший в те дни Боков Зуся Шамсудин нашел последний покой среди Гатагажевых. Но, как вы можете видеть, другие надгробья не сохранились. Кстати, штаб немцев находился в бывшем Ахлово, в том самом доме культуры, в котором мы записывали интервью с участниками нашего фильма. А это Черси-Кашемыш. Так до сих пор называют кладбища, в которых покоятся родственники живших здесь кабардинцев. Они называют ингушей Мышхыш, а ингуши всех адыгов называют Черси. Согласно рапортам военных, после 1822 года на части проданной территории Бяковичами Черкасскими были образованы несколько селений, которые просуществовали недолго, в отличие от села Псидах. Оно продолжает существовать в 1848 году как единственный населенный пункт. А после продажи последними выселившимися в 1866 году кабардинцами были жители села Инароково, подвластные князьям Ахловым. Так как Псидах был дольше населен постоянными жителями, то именно здесь осталось много памятников. А это уже общее сельское кладбище в Сагапшах. Тут похоронены ингуши. В его старой части сохранились в основном лишь обломки надгробий. Тиш хеклеш, ач хек цугуна хаче. Ти куш коквад бехоз няхсан чах коквад браз. So ist auch sie dort wie eine Tscheche mit Kanal Bagiette, wo die Balnisi, Dolka Balnisi, Ogres. ما أضحك بنتي كاكو سؤال وقت قنانا أخي نريتي بحياتي أخير. هذا الشيء قيسن حمير سي وص مصنع ليش. سؤال الشيء عربي أوبل يرسم باكي. تاخي مع أوبل تكتو تير حيوة سوالش تجنان تكاشو. طيب. خدي الواحد تجار. عربي يوزو تجار أس. ده فدي كتيها شو تسوى. سي أستاكوك ها. ودي بيحسو دقيا لصوف شكاشو. ناس يا سوك حين بعدين مريت خيطلة. حيتك خميم مخيطلة. В годы советской власти Сагапши, Псидах и Кескем входили в Псидахский район Ингушетии. После депортации ингушей горный Галашкинский район и села Балта, Чми и Ларс на военно-грузинской дороге присоединяют к Грузии. Сунжинский район делится между новообразованной Грозненской областью и Северной Осетией. Осетии отводят и остальные районы Ингушетии. Псидах был переименован в село Аланское, а Сагапши — в Нокцарт, что по-осетински означает «новая жизнь». Новая жизнь началась с того, что из надмогильных памятников депортированных жителей этих сел были сооружены новые пристройки к старому зданию НКВД по Псидахскому району. После того, как в 50-х годах ингуши начали возвращаться, оно было превращено в медпункт. В женщине, пережившей ужасы сталинизма и смерть всей ее первой семьи в депортации, мужа и 6 маленьких детей, все еще сидел страх перед НКВД. И она заставила замолчать ребенка. В 1981 году сайт аппаратур ИЦА с больницы войсом, больницы воростикал. Так, хауали сайке с шимбалхой биржвину, журналист удостоверился, журналист антарик отдолж, бахандолж. Так, даш, что культура каждый хила ерметики.
Только через 25 лет фотокорреспонденту Баширу Бабхоеву удалось сделать снимок чуртов. Волею судьбы именно он оказался первым сагапшинцем, который увидел их после демонтажа. В 1987 году компаньоры по заданию редактора Вахавтик было, что снимка Хаяхасай Зуолвосо Сухайще Дулкае Совче не классочмете Сов территория Хачкайса Чутудейшн Баки. Так, Чутусам Бадеш, автобус, асоциал автобус, чекин, асоциал автобус, авианштира. Så att jag direkt tyckte det att man doktorn autobus då han höjbus där han då jag kallar han hallalla märkte alltså till gas märkte alltså till adl khawas jag har imam så imam قاعد اشتكيت ردات adl khawas har ديادات خدات يا ديادات يا راس nach WhatsApp بخري شفت حال دي الله كش مش دكتور ريجان جاك nach WhatsApp يا اخي متى شفت صعب كش مش أدكات إنه حتى شغلوش إنه يوهرس دايما كان سنين كاش يخرس كاش يا شفت شفت جوهر دايما كذا حاجة قا سنين كأز رداكتر دقيقة رداكتر بهنس عداق داق تنتظر نجلد بهنس عداق تو خانة أورس كون درس هم عداق متجي بارتي بوبي جرتو خان صار الحمد لله بخر دواقع وزمو جديد وقولوا من ديل. أخين واج تثبيت دела أخين واج давай так ворс гапур боку чвяр. Я как-то пришел в редакцию, в которой работал. Пришел, смотрю, у Башира Бабхоева какой-то непонятный снимок, что-то из ряда вон выходящих. Там изображены куча наших могильных стел, плит, памятников. Я спросил, это что такое, и он мне объяснил. Гапур Боков, племянник бывшего в те годы председателем Президиума Верховного Совета ЧССР Хаджибекара Бокова, добился того, что снимок был опубликован в газете «Комсомольское племя». Рядом с ним были напечатаны его собственные стихи. Я сам поехал на кладбище и увидел эту кучу. Оказывается, история такая. Во время нашего выселения эти надгробные памятники использовались в разных назначениях, в том числе использовали под фундаменты, мастили мосты. Для меня было дико, что в наше время, когда мы гордо распевали песню «Широка страна моя родная», вот эту дикость видеть, это было что-то из ряда вон выходящее. Поэтому родились эти строки, они написаны, не знаю, моей совестью, моей кровью, моей памятью. И я, например, родился в Казахстане, прошел, ребенком прошел какой-то путь и видел это все. Тираж был раскуплен мгновенно, а следом снимок и стихи перепечатали другие республиканские газеты. В ходе подготовки этого фильма нам удалось найти лишь перепечатку в малгобекской газете «Ленинское знамя». Здесь рядом с фото опубликованы уже стихи школьника Магомеда Газдиева. Большинство таких построек по всей Ингушетии были разобраны самими ингушами после возвращения. За исключением некоторых, которые оставлены ими как памятник сталинизму. Как, например, в селе Яндиево в пригородном районе, которое в 1944 году переименовано в Дачное и до сих пор находится в составе Северной Осетии под этим названием. Вы видите дамбу, выстроенную полностью из ингушских надгробных плит.
Кстати, вот таким же образом там потеряны чурты и Тарко Хаджи Горданову, также потерян чурт нашего знаменитого абрека Суланбека Гороводжева, многих знаменитостей, потому что считали, что эти памятники стоят, громкие слова не хочу говорить, но, по крайней мере, доходили слухи, что это все поставлено ингушским бандитам. На чурте отца Йогурби, Аламкаджа, вы также видите следы от цепей, которыми его пытались выкорчевать. Поэтому вот и стирали память, вот и такие материальные следы, чтобы ничего не осталось. Но, слава Богу, мы выжили, выросли, вернулись. В музыкальном атласе Ингушетии историко-географического общества Дордзуки есть воспоминания кабардинки Нонны Гагуноковой. Мама мне рассказывала, да и я сама помню некоторые фрагменты, что в начале 50-х годов в селе Хамидия, в котором я родилась, и которое находилось на границе с Ингушетией, во время свадебных и других мероприятий ближе к ночи приходили ингуши. Они были в лохматых попахах, ни с кем не разговаривали, ни с кем не здоровались. У них были свои секреты с хозяевами. Они принимали участие в торжестве, танцевали, для них специально исполняли обреческие мелодии. Так происходило каждый раз. Все знали, что они обязательно придут. Это уже было в порядке вещей. Этими гостями были люди, которых властям не удалось депортировать и которые много лет вели партизанскую войну с НКВД. Все в селе понимали, кто они и чем им грозит такое знакомство. Понимали это и сами абреки. Поэтому они ни с кем не разговаривали, а приходили отвести душу, танцуя родную кавказскую лезгинку, которая на ингушском языке называется халхар – танец тяжелых времен. Со стороны хозяев торжеств в Хамидии это было проявлением немалого мужества и солидарности с народом, которого на тот момент уже не было на Кавказе. После возвращения ингушей из Казахстана Гетигежевы из Нижнего Курпа приняли у себя на первое время многих Гатагажевых. Когда высылка закончилась, приезжали через Нальчик, через Нижний Курп. Наши родственники жили в Нижнем Курпе. Прежде чем начали строиться в Сагапчах, начали дома, сразу же на голое место не придешь. Там было все разрушено. Там ничего не было. И все Гетигежевы из Нижнего Курпа приняли своих братьев. Я сколько себя помню, я помню, что к нам как приезжали ингуши и как мы ездили. А когда я уже повзрослел и сел за руль, я уже сам возил отца, его братьев туда, принимали здесь. Мы никогда не теряли связи, мы держали всегда связь. В те годы, это, честно говоря, была большая заслуга Даламбека, вернее, в первую очередь Мажида, он был старше, Даламбека Гатагажевых, Азматгирея, Аламбека, там они никогда не теряли нас. И наши никогда не теряли их. Приезжают к братьям обычно, вот и Мажид, Даламбек, вот старшие Гатагажевы, ингуши, когда приезжали, они всегда приходили к нам, они сидели у нас, а потом ехали вот к Володе, там, к Кузеру, к ним, к дяде Измаилу. Вот, и, то есть уважение всегда оказывали женщине. Во-первых, моя мама, когда расписывалась, она, ну, по паспорту они писались Гетигежевы. Но она, когда расписывалась, она писала Гатагажева. Всегда. И вот с детства, сколько я себя помню, я же говорю, и Мажид, и Даламбек, и Данил, они все вот приезжали всегда. И что какие-то корни ингушские у меня есть, ну, я знал практически вот с детства. И мне это всегда нравилось. Я абсолютно горжусь тем, что и своей мамой, и родом своей мамы. Мы все одной крови. Здесь у меня течет кровь моего отца, здесь матери. Вот здесь оно вместе переезжает. Поэтому моя любовь и трепет мой к этой фамилии, к этому роду, он всегда есть и всегда будет во мне, пока я живу.
садок, אחוז אלינה שרשליחה, חוז עוז איש ממוק, חובס תרח אז לחלידיקה, חלוס садок, ходика саили, шохозы чинанус, шел дядя, дила садок, лозы саили, тахандери гаданешенды, или даха садок, ахоз элина шерешлеха, хоз оз, эй жмамо, хобес тера хазали хлидека, шох элчен, сушох мычхак, дело садок.